Владимир Баишев – известный в Волжском районе кузнец, но давно уже на пенсии. Говорит, в кузницу все еще тянет, но здоровье уже не позволяет, все-таки за плечами 70 лет. Ну ладно, мол, пора и честь знать, в молодости поработал, всю округу снабдил необходимым. Кому-то ключ торцовый, кому отвертку, бородок, зубило, ключи торцовые ковал. Каждое утро на протяжении 15 лет Владимир Иванович рабочий день начинал с растопки кузнечного горна. То ли от перерыва в работе, то ли от переполненности чувств, что снова в кузнице, то ли от присутствия посторонних лиц чувствовалось волнение мастера. Но наработанный с годами опыт дает о себе знать, все действия размерены, без суеты, спешки и торопливости. Лучина начинает уютно трещать и создает мастерской очаг. Именно в этой точке сходятся контрасты – горячее пламя и холодный металл. Пора подкладывать каменный уголь. Этот горячий камень дает тепла в 3 раза больше, чем самые хорошие дрова. Теперь нужно время, чтобы уголь наконец разгорелся. В старину кузнецы температуру узнавали по цветам каления, а чтобы не ошибиться и точнее ее определить, в кузнице должен был стоять полумрак. Цветов каления много – темно-вишневый, красный, оранжевый, светло-оранжевый, белый. То есть температуру буквально можно понять на глаз. Ну, надо нагреть ведь, смотря что, если кузнечную сварку делать, надо до бела нагревать. Уголь-то плохой сейчас пошел. Эту кузницу Владимир Иванович оборудовал сам, и множество инструментов, без которых не обойтись в кузнице, тоже изготовлены его руками. Ну, это клещи, вот, большие болванки держать. Я сюда пришел с одним молотком, кузницу оборудовал, вот молот поставил сам, верстаки, горн вот сложил сам. Инструмент весь, вот эти клещи, все сам уже ковал. Была деревянная кузница вот там, она уже просевшая, там и кувалдой уже нельзя было махать. Вот Берников пришел сюда работать, ну, инженером. Он уж попросил, говорит, давай оборудовать новую кузницу, там невозможно уже работать было. Вот заготовка, кусок железного прута. Владимир Иванович хватает его клещами, опускает в горячие угли и ждет нагрева. От температуры железо меняет цвет. В нужный момент достает клещи и кладет заготовку на наковальню. А в старину, чтобы выковать изделие, нужно было 2 человека. У одного в руках был хороший молоток, которым он бил, а второй показывал, куда нужно бить. А иногда ковали и втроем. Сейчас молотобойца заменил станок. Нажимаешь на педаль, и он ударяет по заготовке, а ручная наковальня уже для доводочной работы. Топорик вот маленький сковал. Топоры-то есть у меня, и маленькие, и большие, но просто, чтобы самого себя проверить, смогу, не смогу. Вот из простой болванки, из такой оси сковал без сварки, без ничего, цельнокованный топор. Мужикам говорю, некоторые не верят, не ври, говорит, это заводской. Так смотри, говорю, ни клейма, ничего нет здесь, на заводских топорах клеймо бывает заводское. Так, оказывается, несложно топор сковать, но долго и тяжело. Молотобойца уже тогда не было. Вот это только молотобоец, молот пневматический. Со стороны все выглядит просто и легко. От этого сразу появляется желание надеть спецодежду, взять в руки молоток и создать свой шедевр. И Владимир Иванович как бы подбадривает, мол, ничего тут сложного, главное желание. Кем только не работал по образованию. На тракториста только учился вот в Росе. А так
После армии завклубом работал секретарем комсомольской организации, потом вот на тракторе, потом монтером в электросвязи работал. Даже сторожем работал одно лето в школе. Вот потом попросили опять сюда прийти. 15 лет последние работал здесь. Сколько изделий сделал Владимир Иванович, наверное, не счесть. Если пройтись по улице села, то невольно оказываешься на выставке его работ. Но мастер скромничает, мол, настоящие кузнецы розы куют, а он в основном сельхозтехнику помогал ремонтировать. В заборе палисадники вот здесь, на углу палисадник сделал. Вот здесь тоже огорожено, но этот некрасивый еще. Первый палисадник, наверное, у меня. Около склада вот такой невысокий палисадник тоже узорчатый. А так строились мужики, навесы, скобы, все это в магазине было дорого. Где что, какой металлолом найдут, сам и найду. Ковал скобы, навесы, вот, шарниры, ворота, двери навешивать. Деревянные вот еще перекрытия делали, крыши, стропила ставили. Сколько скоб, по 500 штук заказы бывали. Ой, надоедает одно и то же, как робот. Неинтересно как-то стоят. Сначала вроде ничего. Эту же скобу строительную, если я сам сковал, я ее отличу от других. Скобы тоже ведь вот в магазине, на рынке смотришь, где-то делают, тут этот угол вот закругленный, и как вот его бить? Забивать в дерево очень трудно, угла-то нету. И вот такой, да вот молоток же, вот на этот угол ставишь вот так вот молоток и ударяешь, и тут образуется угол, тогда уже хорошо забивать. Сколько чудес может сотворить кузнец, сильный, ловкий, выносливый, мастер своего дела. Каждое его движение четко размерено, продумано. Крепкие, ловкие руки выполняют каждое движение без суеты. Кузнецы знали свойства разных металлов – черных, цветных, драгоценных. Одни металлы они ковали, другие отливали, третьи просекали, чеканили. Железяки все пополам можно делать. Кузнечную сварку делал, медью паял трубки. Вот от техники. Где-то маслопровод, где-то что. Кузнечное дело, пожалуй, было самым древнейшим и важнейшим. Недаром в старину говорили «кузнец всем ремеслам отец». Именно кузнец мог изготовить топор и пилу для плотника, плуг, барану, лопату и вилы для землепашца, иглу для швеи и еще очень много всякого рода вещей, без которых в хозяйстве никак не обойтись. Поэтому кузнецы были в каждой деревне. Трудиться кузнецом было престижно и почетно, а секреты ремесла передавались по наследству, от отца к сыну. Славились своими уникальными изделиями кузнецы из исчезнувших деревень: Старые Кокси, Жуйково, Семеновск, Русская Косая, Можга, Русский Зяглут. Говорят, даже можно определить место бывшей кузницы. Они располагались обычно на краю деревни, поближе к речке или к ручью. Там до сих пор можно найти подковы, гвозди или молоток. Ну, сколько я себя помню, кузница это была всегда. Да и раньше, наверное, была. Раньше все было конные косилки, жатки, плуги, окучники, все эти кузницы ремонтировали. Плуги конные я тоже ремонтировал. Где-нибудь брошенный найду, то ручек нету, то чего, или меха отвал и ковал. И дома сейчас плуг тоже вон собрал было, так и стоит. Выбрасывать металлом, сдавать как-то жалко. Когда лошадьми садили картошку дома, и окучник было сделал. Потом мотоблоки, трактора начали покупать, окучник отдал, переделали
трактору. В кузницу периодически приходили желающие освоить ремесло, пробовали, но никто не остался. Как правило, вначале не получается, нужно потерпеть, стараться, чтобы что-то вышло, но никто не выдержал. Интерес проверяется на длительной дистанции. Если не бросаешь, это твое, говорит мастер. У Владимира Ивановича и дома в хозяйстве все сделано своими руками. Смотришь вокруг, начинаешь понимать, чувствовать мастера. Когда ты видишь готовые изделия, результат своего труда у себя дома, то получаешь удовлетворение, потому что ты что-то создал и становится хорошо. А изготовление любимых вещей при помощи самодельных инструментов – это двойное удовольствие. Это ножницы по металлу, жесть срезать. Это топор, понятно, наверное. Вот. Не все верят, что скованный он в кузнице из цельной болванки, без сварки, без ничего. Это кирка, вот тоже говорят заводская, не верят. Потом что еще? Вон навесы, вот надо было их покрасить, наверное, лучше, чтобы видно было. Мастерство не знает пределов совершенства. Эта мысль приходит на ум, когда видишь изделие, созданное Владимиром Ивановичем. Сколько человек работает, столько развивается. Тут нельзя достичь пика. Главное, чтобы работала фантазия, ведь всегда можно придумать что-то такое, что никто еще не делал. Одно жалко, что годы берут свое. Это ковал я подставку под цветочный горшок. Потом что-то погибло, что ли, растение. Он журнальный столик сделал потом из него. Вот ухват тоже ведь кованный. И вот. Разница ведь есть. На рынок вынеси, так, который купят сначала. А это не знаю, кто ковал. Дома он давно валяется. Мой-то вот. Раньше кузнецы были узконаправленными специалистами. Были подмастерья, которые, например, делали только гвозди, но при этом быстро и качественно. Другие кузнецы занимались только подковами, ведь это целая наука. Нужен огромный опыт и умение общаться с лошадьми. Универсальные кузнецы делали все, но чтобы стать настоящим мастером, концентрировались на чем-то одном – топоры, ножи, подковы, художественные изделия. В наше время кузнечное дело не пропало. На металлургических заводах Горн заменила огромная доменная печь. Вместо ручного молота и наковальни – сложные машины. Ручная ковка и художественная ковка также востребованы, как и в старые времена. Ежегодно 14 ноября отмечается День памяти святых Космы и Дамиана, покровителей кузнецов, поэтому этот день называют еще и профессиональным праздником этих мастеров – Днем кузнеца.